Таджикистане сотрудники милиции собирают информацию об уехавших на заработки. Рахмон призвал ужесточить борьбу с неподконтрольной религиозной активностью. Комитет по делам религии Таджикистана разрешил отмечать Новый год. На севере Таджикистана правоохранительные органы совместно с представителями сельсовета собирают информацию о трудовых мигрантах, находящихся в России на заработках. Об этом пишет радио Азади. Местные власти интересуются следующей информацией о трудовых мигрантах: адрес проживания, место работы и номер мобильного телефона. Жителю Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области Хасану Хамракулову неделю назад пришлось ответить на вопросы внезапно посетивших его местных чиновников. «Мой сын находится в России и является чуть ли не единственным кормильцем семьи. Члены группы спросили у нас в частности о том, как часто сын звонит домой и по какому адресу в России проживает. Я сильно перепугался», — сообщил он журналистам. Хасан Хамракулов до сих пор находится в недоумении по поводу того, с какой именно целью интересовались представители властей его сыном, находящимся в трудовой миграции. Глава администрации Бабаджон-Гафуровского района Хусейхон Хакимов подтвердил журналистам данную информацию, сказав, что мероприятие связано с мерами обеспечения безопасности. Одна из целей – установление личности лиц, находящихся за пределами страны, подчеркнул глава района. Дилшот, житель Кишлака-Йол района Шамсиддин Шохин на юге Таджикистана, также сообщил журналистам, что недавно сотрудники милиции проверили сумки и рюкзаки, а также содержание мобильных телефонов школьников, родственники которых находятся на заработках в России. وکیلان محترم، عملهای دهشتناک تروریستی. Президент Рахмон в ходе своего ежегодного послания парламенту страны подчеркнул необходимость ужесточения законов в борьбе с так называемым религиозным экстремизмом и терроризмом. По словам Рахмона, ужесточение борьбы с различными исламскими движениями связано с произошедшими ноябрьскими событиями. چنانکه شما خبر دارید چندی از اعضای یکی از گروه‌های سازمان تروریستی دولتی به نام اسلامی به دیدبانگاه قشون‌های سرحدی هجوم کرده دست به قتل سربانان زدند. از این لحاظ ساختار و مقامات مربوطه را ضرور است که در راه تشویق و ترغیب تندگرایی دینی صدیق استوار گذاشته جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند و آنها را در روی صداقت به خلق و وطن و احترام به ارزش‌های عمومی انسانی تربیت نمایند. Также Рахмон поручил соответствующим органам подготовить и предоставить на рассмотрение правительства закон о борьбе с терроризмом в новой форме. انسانیت در سیمای تروریسم بین المللی با دشمنی بی‌رحم و شفقت و مکار روبرو آمده است که تمامی معیارهای اخلاقی و ارزش‌های عمومی انسانی را پایمال کرده برای رسیدن به هدف‌های خود از یگان وحشانیت رو نمی‌گرداند. سازمان‌های تروریستی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و برای تفسیر غرضناک سرچشمه‌های دینی در مفکوره جوانان کم تجربه و ناآگاه غایه‌های تندگرایی را جای کرده آنها را به قتل و کشتار برهم زدن امنیت و ثبات و آرامی در مملکت‌های گوناگون تشویق می‌نماید. جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند. Наблюдатели отмечают, что под предлогом борьбы с так называемым терроризмом в Таджикистане реализуется программа по стиранию любого проявления ислама, неподконтрольного режиму. Напомним, что в ночь на 6 ноября было совершено нападение на пограничную заставу номер 4 Ишкабод. Официальная версия, высказанная силовиками, вызвала у экспертов и обычных жителей страны недоверие, причем эта версия несколько раз дополнялась новыми сомнительными деталями, что еще больше подпитывало недоверие. Некоторые эксперты заявили о причастности спецслужб к нападению. حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوق فعالیت و اشتراک نمودند. Так, например, известный эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в комментарии корреспонденту российской газеты «Московский комсомолец» сказал:
Информация, предоставленная властями Таджикистана о том, что нападение было совершено террористами исламского государства, не заслуживает доверия. Во-первых, в Душанбе традиционно во всех бедах обвиняют партию исламского возрождения Таджикистана и исламское государство. Во-вторых, на фото с места происшествия видно, что у убитых связаны руки. Все это очень похоже на мистификацию, сказал эксперт. Относиться к этому как к абсолютно, я бы сказал, неграмотному, непрофессиональному, не очень умному выступлению. Празднование мусульманами Нового года, если это не связано с религиозными убеждениями, не противоречит исламу, сообщает новостное информационное агентство «Хавар» со ссылкой на представителя Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов Афшина Мукима. К сожалению, есть люди, которые призывают отказаться от празднования Нового года и под любым предлогом хотят нанести удар по религиозным чувствам народа. Но реальность такова, что в нашем обществе Новый год не признан как религиозный праздник. Это всего лишь календарный праздник или, можно сказать, очередная дата, когда подводятся итоги ушедшего года и планируются задачи на предстоящий год, подчеркнул Афшин Муким. Напомним, что ранее главный муфти Узбекистана Абдулазиз Мансур в своем видеообращении также разрешил праздновать Новый год, сказав, что это не противоречит исламу. Однако через несколько дней под давлением общественности он попытался скорректировать позицию и отказался от своих слов. Примечательно, что в 2011 году муфти Таджикистана Саид Мукаррам Абдул-Кадир Зада также под влиянием общественного мнения издал фетву о запретности празднования Нового года мусульманами. Мусульмане должны придерживаться своих обычаев. Украшения елки, танцы, игры не являются частью нашей культуры. Празднование Григорианского Нового года имеет религиозные корни, что противоречит не только законам ислама, но и традициям таджиков, говорилось тогда в фетве, опубликованной на сайте Совета улемов Таджикистана. Однако через некоторое время муфти издал новую фетву, противоречащую прежней, тем самым разрешив отмечание Нового года. Отвечая на вопрос одного из посетителей сайта Совета улемов Таджикистана, он, в частности, сказал: «Отмечать Новый год – это традиция, а не поклонение. Ничего плохого в том, что родители дарят детям новогодние подарки, нет». Эксперты считают навязывание празднования Нового года режимами стран Центральной Азии одним из проявлений борьбы с духовно-политическим возрождением, которое в данный момент переживают народы региона.